Сәлем бөтәгеҙгә. Бөгөн 15 октябрь Башҡорт икән китабының тыуыуына, баҫылып сығыуына 2 йыл үтте. Башҡорт икән китабы 2 йыл элек баҫылып сыҡты һәм Башҡортостанда, президент отельда уның презентацияһы үтте. 400-ләгән кеше килде һәм ошо китаптың геройҙары ла килделәр беҙгә. Шунан был презентациянан һуң Өфөлә 136-нсы Башҡорт лицейында һәм беренсе һанлы Рәми Ғарипов исемендәге беренсе һанлы Башҡорт гимназияһында презентация үткәрҙек һәм шулай уҡ Мәскәүҙә. Тулы хоҡуҡлы вәкиләтлегендә, Башҡортостанның тулы хоҡуҡлы вәкиләтендә. Теперь перехожу на русский. Ровно 2 года назад я провела презентацию книги «Башкорт 2.0» в президент-отеле. Там было 400 человек. Далее презентации прошли в полномочном представительстве Республики Башкортостан в городе Москва. Также была презентация в Санкт-Петербурге, в 136-м Башкирском лицее и в Башкирской республиканской гимназии, интернат номер 1 имени Рами Гарипова. И вот, несмотря на то, что я акклиматизируюсь и простудилась немного, я решила сегодня обязательно выйти в прямой эфир, рассказать немножко о своих чувствах, эмоциях, о том, что сейчас изменилось с тех пор, вот, а также представить вам нового героя. Он не вошел в книгу, но активно участвовал во время презентации 2 года назад. И сейчас тоже очень интересный человек, Байрас Азаматов, я его чуть попозже приглашу. А сейчас расскажу немножко о том, что изменилось. Вот у меня часто спрашивают, напишу ли я еще одну книгу, будет ли еще вторая книга, вторая часть книги. Именно вот сейчас, вот именно сегодня я пока еще не думаю о том, чтобы выпустить вторую книгу, потому что есть запросы. Сейчас я думаю, что для общества более актуальны другие запросы. Тогда, как я уже, вот у меня был вчера прямой эфир, я вчера тоже сказала, что тогда еще не было таких прямых эфиров в Инстаграме, онлайн не был еще развит, и больше офлайн мероприятия были актуальны. И даже не то, что даже актуально, вот та презентация, которую я провела, она была что-то, как глоток свежего воздуха даже. Это было что-то новое, все еще получаю отзывы, все еще, когда с кем-то встречаюсь, говорят, и кто был на этой презентации, говорят, что это было очень классно. Вот, поэтому сейчас я думаю, каждый человек делает продукт, который актуален сегодняшнему дню, и прямо вот завтра я еще не готова выпустить книгу, хотя у меня такие герои, про которых хочется рассказать, писать. Про них я рассказываю, но в основном сейчас это онлайн. И герои намного, так как мы растем, и я выросла за эти 2 года. Я за эти 2 года посетила около 15 стран, плюс некоторые из них несколько раз. Я поработала за границей, я пожила за границей в 2 странах. И у меня тоже изменились взгляды на жизнь и герои. Я же писала о своих героях тогда, у меня сейчас тоже, возможно, другие герои, но все равно те герои, которые у нас есть в книге, они тоже растут. И, кстати, возможно, в ближайшие дни проведу еще один прямой эфир с одной из героиней. Насколько она выросла тоже за этот период. Хәйерле кис дип яҙаһығыҙ. Гөлназ Төркиянән сәләм. Бөтә донъянан мине ҡараған, был тура эфирға ҡушылған беҙҙең яҡташтарыбыҙға ҡайнар сәләм. Шулай Гөлназ Төркиянән һеҙҙе күҙәтеп барам бөтәгеҙҙе лә. И вот по поводу, если говорить про книгу, да, я писала, по-моему, в прошлом году, насколько это было тяжело. Все же спрашивают, как написать книгу. Это не так-то легко. Я в декабре 2017 года во время УФА-форума объявила о том, что я решила выпустить книгу по моему проекту.
А книга вышла в октябре 2018 года. Получается, 10 месяцев я работала над этой книгой, и были очень форс-мажоры. Форс-мажоры были именно при финансировании, потом форс-мажоры были во время проведения презентации, когда уже афиша и все материалы были готовы. Нам сказали, что в этом помещении нельзя будет провести. В итоге вот мероприятие прошло даже еще лучше в президент-отеле, за что я очень благодарна тем, кто сотрудникам президент-отеля. Также я благодарна тем, кто помогал с финансированием книги. Тоже неоднократно писала, но я думаю, что сейчас повторю. Те, кто помогали мне с финансированием, это... Вот я сейчас даже записала. Так, сейчас. Руслан Халимов. Так, Гульназа Юсупова, которая живет в Германии. Азамат Лукманов. Алмаз Хатмуллин. Рамиль Бекужин. Динар Шагиев. И другие. И, конечно, мой муж Шамиль. Спасибо за финансирование этой книги. Вот. И вообще всем, кто интересовался, покупал эту книгу. Поэтому вообще я уже тоже многократно говорила, что для презентации этой книги, во время презентации книги помогало очень много людей. И вот Рустам Агай Абдразаков, спасибо тебе за то, что ты помогал во время презентации. И спасибо Ассоциации молодежных землячеств во главе тогда руководителя Байраса Азаматова. И вот сейчас я хочу пригласить Байраса Азаматова, который как раз-таки со своей командой помогали мне, их волонтеры помогали мне во время презентации, и тогда я увидела их настолько четкую работу. Я даже во время выступления сказала, что я считаю, что это самая лучшая организация в Башкортостане, и где можно расти, развиваться. И вот я хочу, чтобы сегодня Байрас рассказал нам о возможностях для студентов, которые есть вот в Башкортостане. Сейчас, да, Байрас сам в этом году поступил в Москву, но он несколько лет учился в Уфе, в БГПУ, и занимался общественной деятельностью. Так, я подключаю Байрас. Салям, Байрас! Сәлем, Эльвира. Барығыҙға ла сәләм, хәйерле кис. Хәйерле кис. Санкт-Петербургтан, мин әлеге вакытта Санкт-Петербургта, һин хәзерге вакытта Мәскәүдә, шулай бит? Мин әле Мәскәүдәмен, эйе. Һине күреүемә шатмын. Беҙ һинең менән һуңғы тапҡыр Баймаҡ йәштәре берлегенең форумында булып осрашҡайныҡ онлайн. Эйе. Форумдарҙа ғына осрашабыҙ. Вот, и я перехожу на русский язык, чтобы все понимали, что Байрас со своей командой Ассоциации молодежных землячеств Республики Башкортостан во время презентации книги «Башкор 2.0» показал четкую, слаженную работу. Я тогда, я, как уже сказала, восхитилась вашей работой. И вообще давно слежу за твоей деятельностью, насколько ты активно участвуешь в жизни Республики Башкортостан. И везде участвуешь, а также ты известен как человек, который хорошо разбираешься в грантах, выиграл много грантов, 15 миллионов выиграл и привлек для социальных проектов. Вот мы сейчас будем об этом разговаривать, и я хотела бы начать разговор с вопроса о том, как ты начал заниматься общественной деятельностью. Когда, на каком курсе? Еще раз всем добрый вечер. Да, это очень была интересная информация, она очень длинная, но постараюсь покороче. Все это началось... Ну, во-первых, я, кстати, еще всех рад видеть еще раз, потому что, кстати, давно не выступал, и я думаю, немножко даже эти скиллы потерял, но постараюсь все хорошо изложить. В 2015 году я поступил в университет, тогда еще в БГПУ, факультет башкирской филологии, и я слышал о том, что в Уфе есть такие образования, как землячество, и в то время я, ну, как бы, очень был таким ярым
патриотом Баймакского района, который, ну, как обычно происходит, Баймактар приезжает там в Уфу или куда-нибудь в столицу, начинают себя в грудь бить, примерно такого характера, очень такой ярый, эмоциональный, ну и по привычке пошел землячество Баймакского района. Там был активистом, и как раз в 2015 году летом я впервые пошел на этнофорум. Это был мой первый образовательный форум. И то есть я долго не понимал вообще, что происходит, что они хотят сделать. Приехали какие-то люди откуда-то из Мечетлинского района, из севера. Они ходили все в футболках, разные районы, спикеры что-то говорят. Думаю, зачем все это им надо и почему они все этим занимаются. Был в качестве участника там и впервые увидел землячество. В этом же году поступил, стал студентом, стал активистом, но получилось так, что в следующем году этот же самый этнофорум уже я был в качестве организатора. И организовывать, проводить. Сейчас уже эстафету передал молодым ребятам. И могу сказать то, что отправная точка, где я все это начинал, это как раз-таки был в 2015 году первый башкирский этнофорум, где организаторами выступали Ассоциация молодежных землячеств, Айгуль Хафизова, сейчас уже Магафурова, Даян Султангужин, Роберт Давлетшин. Вот именно я считаю то, что там как раз-таки я увидел вот Тимура Агая Лукманова, Ильдара Кинябулатова как спикера. Мне то есть все было интересно, пытался задавать им вопросы, думал, какие Агайдар Кигандар, очень надо равняться на них. Я бы в то время я даже не представлял, что через пару лет уже буду с этими людьми как-то в одном общественном пространстве вместе работать, делать какие-то проекты. И если бы тогда мне как-то так сказали, я бы даже не поверил бы в это. Пример так вот все и началось. Да, и вот получается, ты в 2015 году только узнал, что есть такие форумы, а в 2018 году, когда я проводила это мероприятие, презентацию книги, ты был уже председателем. Получается, ты сделал большой рывок и за 3 года сделал много чего и стал председателем. Вообще, что тебе помогло так быстро развиваться? Так, меня слышно? Да, прерываешься, но я слышу тебя. А вы напишите, друзья, слышно ли Байраса? Все, теперь хорошо. Нет, все равно перерывается. У тебя со связью что-то. Я, знаешь, я спросила, вот ты, получается, в 2015 году только узнал про общественную работу, а в 2018 году уже был председателем этой ассоциации. Как тебе за 3 года удалось сделать такую карьеру активиста, скажем так? Слышно меня? Ну, я считаю, да, надеюсь, меня тоже слышно. Ну, во-первых, вся эта работа, вся эта деятельность ведется на общественных началах, то есть никто там не получает. И да. нужно отметить то, что я больше шел за идеями, за теми ценностями, которые там преподносились, то есть ценности среда взаимного роста, где я мог получать социальный капитал. И вообще я считаю, то, что любой молодой человек, даже есть книга про это, «Важные годы», очень советую всем молодым людям прочитать, то, что в возрасте от 20 до 30 лет важно накапливать социальный капитал, работать над своими навыками, работать над своими нейронными связями, я так это говорю, и максимально вкладывать, инвестировать в себя, потому что на самом деле самая настоящая карьера или самые крутые проекты в твоей жизни, они начнутся после 30 лет. А это время, то есть именно тот момент, когда нужно изучать языки, пробовать себя, ошибаться. И я считаю то, что где нужно прокачивать навыки. И первым делом это вот сейчас популярно говорить soft skills. Ну, зависаешь, но я слышу тебя хорошо. Ребята пишут, что слышно, но с отрывками. Ты говори,
Не переставай говорить, мы тебя слышим. Хорошо, хорошо. И я, то есть, где можно развить софт-скиллы, навыки кооперации, ответственность, решение задач, где я могу ошибаться и при этом не жалеть сильно за какие-то потери, наоборот, на них учиться. Это как раз-таки общественное пространство, где можно создавать какие-то проекты и приходить туда. И поэтому я, наверное, туда пришел, чтобы там пробовать себя, потому что я сейчас там попробую себя в общественной сфере, а потом уже в карьере, в стартапах, может, в каких-то других проектах уже буду намного более профессиональнее работать. И этот жизненный опыт, он со мной всегда остается, и я как бы смогу лучше применить его в других сферах. Вот Получается, у так, тебя, наверное. да, Ага. получается, у тебя был интерес, и люди видели этот интерес, поэтому ты участвовал везде, ты читал книги, понимал, что то, чем ты занимаешься, принесет тебе плоды попозже. И, конечно, вот мне кажется, увидев твой интерес, тебе даже начали давать какие-то большие проекты, да, управлять. Как ты начал управлять этими проектами? Ну, Это, я наверное, почему спрашиваю? Например, смотрит нас какой-то студент, потому что мне сегодня писали сохранить прямой эфир. Я думаю, что людям интересно, например, студентам, первокурсникам, второкурсникам, с чего начинать, чтобы вот именно заниматься данной деятельностью. я помню, как проводил свой первый образовательный форум. Это Это было 2000, точнее масштабный такой, ну, форум. Это было в 2017 году, мой первый грант. Очень сложно. Ни навыков делегирования, ни навыков, то есть их было очень мало. И Я, я считаю, то, чтобы если приступать к каким-то масштабным проектам, нужно пережить, возможно, вот этот стресс, либо вот этот сложный момент, период, и после этого уже как бы ты начинаешь понимать, то, что оказывается все это очень просто, никакой сложности нет, нужно просто структурировать. А, Я себя считаю то, что ну, практикующий специалист, я склонен к тому, чтобы сразу практиковать, пробовать. Но в последнее время, то есть с периодом, определенным периодом времени начал уже и теорию изучать, и там у меня даже вот книга лежит огромная, я сейчас вам ее продемонстрирую. Ага. Огромная книга, вот она «Управление проектами в примерах, задачах, иллюстрациях», очень хорошая, такая толстая и тяжелая. Я Мгм. привез ее самостоятельно с Питера. Уже начал более увлекаться в теорию, потому что знаю то, что в будущем все равно нужно будет какие-то не просто общественную организацию возглавлять, а возможно даже что-то более крупное. И Мгм. если уже начинать, то считаю то, что первым делом это пробовать себя в социальных стартапах или в социальных проектах, в Мгм. мелких, даже с того маленькой конференции, опять же, зависит от сферы. Так как я занимаюсь и занимался с образовательными, просветительскими проектами, социальными проектами, молодежной политикой и территории, то вообще все начиналось в 2016 году с маленькой конференции у себя в селе, Первоискулово, Баймакский район. После того, как я ездил Уфа-форум, Наследие Урала, территория смыслов, моя первая федеральная площадка. У себя в селе я в августе в конце лета собрал молодежь и рассказал: ребята, вот есть такие возможности, можно бесплатно туда поехать, выигрывать гранты, дайте подключайтесь. И потом сам же в этом августе поехал на другой форум, выиграл грант, в следующем году провел большой масштабный форум. Это так коротко. Мгм. Вот поэтому нужно просто пробовать, ошибаться и при Да. этом, наверное, гореть, но не перегорать. Банально. Мгм. Мгм.
Вот ты сказал, что действительно общественная деятельность, она неоплачиваемая. Ты делаешь это для себя, для развития своих навыков, soft skills, как ты сказал. Вот я просто хочу добавить, что мы начали общественную деятельность в Санкт-Петербурге в 2009 году. И вот в этом году как раз вот уже 11 лет, да, как мы этим как раз и занимаемся. Я говорю, я, мой супруг, там, и вот наши друзья в Санкт-Петербурге. И мы, когда Мгм. начинали, не было вот этих грантов даже. То есть мы это все делали не только бесплатно, но и вкладывали свои средства. А у вас вот в 2015 году уже появились гранты. И сейчас их с каждым годом больше, возможностей с каждым годом больше. Вот если кто-то хочет сейчас уже пойти рассказать о своем проекте, о каком-то социальном проекте, на какой сайт ты посоветуешь пойти или к кому обратиться в Башкортостане, кто сможет помочь? Потому что раньше можно было обратиться к тебе, и ты помогал с грантами, а сейчас к кому можно обратиться, в какие организации? Последний не услышал, но суть понял. А, Во-первых, касается сайта, зависит первым делом от отрасли, куда вы хотите, где вы хотите участвовать. Есть те, кто участвует как физлицо, есть те, кто руководители организаций. И если вы руководитель, точнее, физлицо, просто от своего имени хотите подать, если вам есть до 30 лет, то можно пойти на сайт myrosmall.ru, это АИС, по-другому называется АИС Молодежи России, автоматизированная информационная система Молодежи России. Там есть раздел и методические рекомендации. Вот в этом разделе все попунктно расписано, что, как писать, все вебинары, видео, презентации, там они присутствуют. Кроме этого, есть телеграм-канал Федерального агентства по делам молодежи, и там тоже четко и ясно объясняют, как с этим работать, как с этим действовать. На самом деле там огромные деньги, огромный фонд, 7 миллиардов. Это очень большая сумма, которую можно... Ну, сейчас уже конец года почти приближается. Я не знаю, сколько там осталось и сколько конкурсов еще будет, не помню точно. Ну вот. И второе. На сайте фонда президентских грантов есть онлайн-курс по социальному проектированию. Тот человек, который сможет пройти полностью этот онлайн-курс, ему доступна будет специальная программа, либо чек-лист, так скажем, который поможет проанализировать его социальный проект. И это очень удобная вещь, но не все про это знают. Как обычно у нас бывает на практике, люди начинают проходить социальный какой-то онлайн-курс и не доходят до конца. Вот в этом портале фонда президентских грантов, ФПГ, можно запросто найти. Можно до конца этот курс пройти и получить эту программу. Ну и хочу обозначить еще один момент тогда. Сейчас, секундочку. Есть такая игра, называется проектные путешествия. Она настольного формата. Здесь есть специальные такие карты, свои фишки, так сказать. И полностью там все прописано. Благодаря через игровые формы тоже можно научиться проектному мышлению, формировать уже большие проектные задачи. Вот это больше подходит именно для тех начинающих, чтобы это заинтересовать, пробудить азарт в социальном проектировании и дальше уже на практике их применять, потому что это очень тоже хорошая база и вовлекает очень хорошо. Нужно как бы вовлечь, чтобы хорошо писать. Очень, Вот. очень интересно. Спасибо большое, такие классные лайфхаки были, кто только подключается, потом посмотрите. Байрас рассказала про лайфхаки, как получать, выигрывать гранты, где этому обучаться и так далее. Вот у меня следующий вопрос, очень интересный, про то, как ты развиваешь свое родное село. Ты создал ОНО «Ямаш», автономное некоммерческое объединение, получается, и также получал гранты, да, по
для развития своей деревни. Скажи, пожалуйста, нужно ли создавать вот такие организации для получения грантов для села, или же можно от физического лица получать гранты? И как вообще для села, на какие сайты идти, может быть, какие-то тоже лайфхаки? Потому что мне кажется, это очень интересно развивать свою родную деревню, потому что мы часто говорим про башкирские деревни, башкорт ауылдары тірі булһа, башкорт теле дә тірі була бит инде. Шуңа күрә безгә авылдарыбызды һаклап калырга кирәк. Һәм шуңа күрә лә бу һорау актуаль булып тора инде. Тулы сайның менән килешәм, һәм бик шәп һорау. И как все это началось, опять же, ровно год назад, в мае, я, то есть, приехал к себе в деревню, вышел на горы и думаю, а здесь же очень такая хорошая площадка. Я считаю, что там, где мы, там есть возможности. Китайский иероглиф, который гласит, как выглядит кризис. Кризис – это проблема и возможности, два иероглифа в сочетании. Поэтому в деревнях абсолютно много проблем. И в плане инфраструктуры, и в плане работы с населением. Тогда я начал писать проект, назывался она «Молодежная программа Ямаш». Вот это Ямаш – это древнее название нашего села, и мой прадед в 9-м поколении основатель нашей деревни. И мы сделали его как бренд, и под этим брендом мы решили запустить ряд интересных проектов там в формате благоустройства территорий, каких-то челленджев, акций. И чтобы не усложнять каждый раз, не каждый раз придумывать что-то новое, как бы идти всегда под одним брендом. И в этом году в прошлом году выиграл грант 750 тысяч рублей. Все это реализовали благополучно, хорошо. И в этом году в марте учредил отдельную организацию. Я считаю, что это уже следующий этап, новый уровень, где нужно уже профессионально заниматься юридическими вопросами, бухгалтерскими вопросами, потому что для этого тоже нужны знания, нужно организацию зарегистрировать тоже не так уж просто, но по бюрократическим меркам, в зависимости, опять же, от вашего уровня. И поэтому, если человек накопил достаточно такой хороший опыт, понимает управление некоммерческой организацией, понимает отчетности, которые нужно сдавать в любом случае, хоть и нулевые, хоть даже если там зарплату ничего не получаете, то да, это очень выгодно создавать и работать на него, чтобы и потом легче привлекать какие-то социальные инвестиции на свою организацию. Но если этого нет, то, конечно же, нужно начинать с малых инициатив. Куда нужно обращаться? Что меня вдохновляет? Получается, можно и прошу прощения, что перебила. Все-таки Да, физические лица тоже могут получать гранты для развития села, получается, да? Да, они могут это делать, это тоже возможно, как на сайте АИС Молодежь России, как и через такие инструменты фонд Потанина. Вот нужно на сайте, у них есть программы специальные. Есть программы Лукойла, не знаю, как часто они это делают, в этом году уже завершили. И есть специальный телеграм-канал, я вам так скажу, Капитан Грантов, его ведет тоже мой хороший друг Егор Рафиков. Вообще советую туда подписаться и там следить. Там есть гранты как для организаций, так и для физлиц, и плюс обучающие курсы, кому будет интересно. И вот очень важный момент, сегодня, 15 октября, в Степике начинается онлайн-курс от команды Альтуризма, про это чуть позже скажу, по развитию малых территорий. И они как раз там обучают, как создавать сообщества в малых территориях, как реализовывать проекты, привлекать финансовые и материальные ресурсы. И вот то, что меня вдохновляет, это команда Альтуризма, потому что это та команда ребят, которая едет куда-то далеко в село, делает какие-то проекты, объединяет местных жителей под каким-то общим делом, выявляют там местных активистов. Люди, те, которые находятся там, удивляются, почему этим людям это надо. Они куда-то приехали и вместо них делают их работу. Когда в тот момент у людей меняется мышление, то есть их один из таких посылов поменять иждивенческое мышление к проактивному, то чтобы люди не жили так, что моя хата с краю, я ничего не знаю, а чтобы
не было разбитых окон или разбитых скамеек. Вот даже есть такая теория, согласно вот теория разбитых окон, наверное, так и называется. Если стоит какой-то один дом, и там разбить окно, одно окно специально, то через неделю все окна будут разбиты. А если все жители начнут так активно себя проявлять, то и активность сама пойдет своего рода таким эффектом. Но это, опять же, нужно устойчиво поддерживать. Альтуризм как раз-таки этим занимается. И сейчас они запускают такой хороший образовательный онлайн-курс, который хорошо мотивирует, вот чего больше всего в нашей, наверное, в командах или в сельской местности не хватает. И помогает найти единомышленников, и тоже это очень важный момент. И как бы я Мгм. всем советую пройти этот курс и вдохновиться. Очень интересно. Я думаю, ты столько дал инструментов, может быть, потом сделаем пост вот с этими лайфхаками от тебя и выложим, если ты не против, потому что столько всего. Вот. Очень Нет, конечно, интересно. только за. Мгм. Я вот просто в процессе, пока ты рассказывала, у меня пришла мысль и вопрос такой, а как отреагировали твои односельчане, как они вообще поддерживают твои проекты, и какие у тебя планы по поводу вот деревни, развития дальнейшие действия твои? Ну, сразу же нужно сказать, реакции бывают разные. То есть здесь Мгм, зависит уже от самих людей, как они мгм, думают, как они мыслят. Если человек рос в той среде, где у него было всегда немножко про сплетни, так сказать, то оно всегда с ним будет сопровождаться. От того человек созидатель или жертва зависит его мышление. Поэтому здесь как бы я никого никак не упрекаю. Конечно же, будут разные мысли. Первым делом это тем людям, которые никак не вовлечены в эти области, как это вообще возможно, как вообще такое делают. Вот, такое мгм. удивление. То есть, во-вторых, Что-то да, тут не так, да, может быть? да, что-то не так. Наверное, по блату получил, опять же, там, не знаю, где-то, наверное, там кому-то что-то сделал. Мгм, Но это ни в коем случае не так, потому что грантовая заявка или грантовая деятельность – это полная математика, по крайней мере, на федеральном уровне точно здесь мгм, точно никаких связей нету, как бы. И да. никак я думаю, что это, ну, все делается анонимно, есть структура, как она делается, поэтому здесь очень все справедливо. А в Это мне целом, когда уже, да, первые реакции такие бывают, а ага, потом да, уже, ну, когда уже дела начинаются делать, люди уже видят какие-то да. результаты, то все уже начинают понимать, да, хорошо, активно, наоборот, увлекаются. И здесь нужно отметить тот момент, то, что если я в Уфе работаю с молодыми ребятами, которые мои соратники, единомышленники, они мыслят примерно как и я, одинаково, они, я скажу, молодые профессионалы, то в селе, в деревне абсолютно другой контингент, другой образ мышления, другие взгляды на жизнь. И это, по сути, моя команда все равно. И Мгм. здесь уже опять новый выход из зоны комфорта. Нужно с ними как-то выстраивать новый диалог, и нужно как-то их по-другому мотивировать, потому что говорить то, что вот, не знаю, вы получите там возможность, я вас чему-то обучу или дам какую-то возможность в плане грантовых заявок, это вообще никак не катит, поэтому здесь Не они мотивирует, чисто идут с точки зрения улучшать свою территорию и так далее. да. Ну, Мгм. вот, поэтому такой момент. Очень, очень интересно, на самом деле, было услышать это мнение. Спасибо тебе огромное, что поделился опытом по поводу вот, развития деревни. Очень полезно. И, конечно, вот следующий этап твоей жизни, когда ты в этом году закончил БГПУ и поступил в Национальный исследовательский институт Высшей школы экономики в Москву. И как раз у тебя даже направление развития интересное, связанное с твоими общественными проектами. Поэтому я бы хотела спросить, как ты принимал решение о том, чтобы уехать из Башкортостана, потому что ты занимал, а, ну, ты был, получается, в центре, в эпицентре событий, то есть у тебя были возможности остаться, большие возможности развиваться и в республике тоже, или ты считаешь, что для развития своих навыков все-таки нужно обучаться и в больших городах? Как ты принимал решение об учебе в Москве? Ну,
Во-первых, если бы я остался в Башкортостане, да, я все равно комфортно нахожусь в той среде, в той стези, которая образовалась. Я как мог дальше стабильно и комфортно там развиваться. Мне как бы тоже ничего не мешает. Я все равно, находясь в республике, могу куда-то выезжать и делать еще намного круче проекты. Ничего мне не мешает, абсолютно. А, Но почему я выбрал этот путь? Это, наверное, во-первых, если я там буду находиться, то я хотел новую зону, среду комфорта, среду роста. Это считаю, что Москва. И здесь я уже не руководитель какой-то организации, даже общественной. У меня в республике Мгм. тоже, ну, отношения со всеми уже хорошо отлажены, все понимают тоже. И иногда даже я считаю, что сам очень молодой, ну, молодой я на самом деле человек. И когда тебе Да. обращаются мои ребята, сокомандники, даже там, не знаю, 18-летние ребята на «вы», то есть это немножко взбудораживает. А здесь я, то есть для всех обычный студент, который приехал из там, провинции, так сказать, «Күктен түштү мен деп айтамын енді башкортша айтмышлайды». Мгм. Мгм. И здесь формирую новую среду для того, чтобы дальше развиваться и расти. И плюс у меня очень такие одногруппники, очень такие крутые, я скажу, на самом деле, они все, многие айтишники, у всех есть, не у всех, у всех есть свои компании, они работают в таких компаниях, как Яндекс, Амазон, МТС, Стартап Хаб, работают с разными странами, многие проработали за рубежом. И это та среда, которую, то есть до этого я вообще ну, не находился, и действительно с чему поучиться, и находясь то есть, в этой среде, как бы, я хочу перенять их опыт и поделиться, возможно, своими некоторыми практиками, чтобы дальше расти. Айталарда инде. Если ты находишься в комнате, если ты там самый умный, то ты не в той комнате. А здесь я считаю, то, что вот я пришел как раз в ту комнату, где очень много таких выше моего уровня молодых ребят. У нас в группе 50 человек, Мгм. и есть куда заняться. Очень здорово. Я думаю, ты являешься примером вот для тех, кто сейчас нас слушает и потом будет слушать. Примером того, как нужно бросать себе вызов, как выходить из зоны комфорта, развиваться дальше. Желаю тебе успехов в учебе в Москве. Молодец. Очень здорово. Рахмат. Вот. И последние два вопроса. Какие у тебя планы в дальнейшем в Москве, связанные с Башкортостаном? Прощения. И второй вопрос. Ага. Да, и второй вопрос. Какие пожелания для молодежи Башкортостана? Что бы ты пожелал студентам или тем, кто хочет развиваться, выйти также из зоны комфорта? Ну, касательно планов, главное сейчас хорошо учиться. Вот у меня уже началась сессионная неделя, я один предмет уже полностью сдал. Хочу сравнить свое обучение, ну, если сравнивать свое обучение в БГПУ и сейчас, они очень сильно отличаются, потому что в БГПУ, ну, честно скажу, никак особо я не учился сильно, не старался, а здесь я все дедлайны чересчур соблюдаю, намного раньше даже их выполняю. То есть это меня еще сильнее дисциплинирует. А, Это раз. Касательно планов, хочу научиться, не научиться, а больше влиться в исследовательскую деятельность на данный момент, на данном этапе обучения. Вот я уже как писал, сейчас тему курсовой работы я выбрал так, чтобы исследовать социальных инноваций в некоммерческой отрасли для малых городов, сел и деревень, как они отражаются и как можно эти практики применять вообще для нашего региона в том числе. Конечно же, буду в частности изучать наш Башкортостан и обращать туда отдельное внимание. Мгм. Еще, ну, нахожусь все равно в поиске трудоустройства. В данный момент я как раз-таки прохожу стажировку в Российском союзе сельской молодежи, потому что считаю то, что вообще интересная организация, где есть интересные ресурсы, которых можно дальше развивать, потом уже, ну, конец стажировки покажет, куда дальше идти.
и что Мгм. делать в целом. Но любые варианты, если кто слышит, принимается, альтернативы. Да. У И нас хорошее сообщество, да. вот поэтому и заранее говорю. И Мгм. кроме с Башкортостаном, что связано, то есть, ну, я в любом случае проект Ямаш вел удаленно, и сейчас буду удаленно вести, связан с регионом, и есть планы уже привлекать, ну, еще больше инвестиций. Если вот мы говорили в начале, то, что я, допустим, вот привлек, там, не знаю, за 5 лет 15 миллионов инвестиций в целом. У меня есть Мгм. одногруппники, которые вообще за всю свою жизнь привлекли 20 миллиардов рублей на различные Это вот в стартапы, и Москве, да, поэтому у тебя? это в Москве, да, это, то есть Мгм. мои единомышленники, такие же ребята, как и я, но они Мгм. вот из этой области, поэтому есть еще куда расти, на самом деле эта сфера очень такая обширная, Да. и как бы в целом я тоже горю подобными желаниями. А, вот, это, наверное, про что касается Мгм. пожеланий. Но их на самом деле быть может много. Первым делом я бы сказал, молодым ребятам программировали свой мозг, чтобы они э, берег- берегите честь молоду, репутацию в целом. Нужно думать об этом всегда. И не смотрите сторизы, вот я их уже больше года не смотрю никакие, то есть ну, про это можно долго рассказывать, как это влияет на мышление, и в целом наш мозг с этими смартфонами, с любыми гаджетами, мы сейчас живем в экранном мире, и он постоянно находится в стимуляции, а когда он постоянно находится в стимуляции, то это очень сильно мешает мышлению, концентрации внимания и памяти. Я, то есть, очень так трепетно отношусь к таким вещам, ну, касательно внимания, чтобы работать с такими сложными документами, потому что то, чем я занимаюсь, это достаточно того этого требует. И в Мгм. целом считаю, что в современном мире это важный навык, который нужно хорошенько прорабатывать. И вот это одно. Вообще рекомендовал бы посчитать в этом плане Курпатова, как раз питерский психолог, Мгм. специалист. Его лекции очень интересные касательно темы Мгм. цифрового аутизма. Вот. Советую в этом плане изучить вопросы. Также порекомендовал, ну, планировать, ставить конкретные цели. Я сейчас тоже продемонстрирую, чем вот, ну, как бы я занимаюсь. У меня есть такой вот планер. Я долго думал, как делать планеры. Пробовал Google календари, различные программы, ежедневники, но ничего мне не помогло. У меня вот есть такой планер, он вот на обертке ассоциации. Как раз здесь стоит Мгм. просто распечатанные мной бумаги. Вот я сейчас сниму. Они вот так вот написаны на день, сзади цели на месяц, точнее вот здесь месячный, так сказать, календарь. Мгм. Здесь конкретные цели, чему посвящен месяц, там, надеюсь, не видно. Мгм. Видно. И в Не-не. конце, каждого месяца проходит такой вот анализ, чего получилось, над чем еще нужно работать, над чем постоянно работать. М. И вот такие бумажки у меня в целом, я их потом перевожу в формат Excel, выстраиваю свои диаграммы и тоже анализирую, куда дальше идти и чем вообще заниматься. Это, то есть, считаю, что очень важный момент, где не нужно терять идентичность и самого себя, выстраивать свои приоритеты в целом жизни и следовать по этой траектории. Это очень хороший инструмент, потому что сейчас мир такой нестабильный, нельзя уверенно сказать и планировать уже на долгие годы, хотя у меня этот планер выстроен до конца 2021 года, и поэтому каждый момент нужно переосмысливать, когда происходят какие-то изменения. Вот, допустим, пандемия, я вот уверен, к многим пришли такие резкие изменения в жизни и Да. сложности. Вот. Мгм. Поэтому планируйте, не забывайте о своем чести, делайте все на совесть, не увлекайтесь сильно гаджетами,
читайте книги, работайте над своим мышлением, именно над глубинным мышлением, аналитикой. И вот сейчас тоже у меня хорошая практика. Я как бы очень много пишу аналитических резюме, анализирую, чтобы это тоже работать над тем, чтобы правильно думать, что-то выстраивать и так далее. Ну вот, коротко Очень так. интересно. Да, да, да. Очень классно, классные советы, лайфхаки. Супер полезно было для всех, для меня тоже. Вот, друзья, пишите вопросы. У нас последние 3 минуты, и вы можете успеть задать вопросы. Вот сейчас пришел вопрос от Гульназ из Франции. Она спрашивает, как ты отдыхаешь и твои хобби? Да, учитывая, что ты такой занятой, что у тебя все расписано по минутам, это очень интересный вопрос. Ну, я так на самом деле не считаю. Я считаю, что у меня очень много свободного времени, и куда еще можно потратить. Ну, отдыхаем мы... Я не один отдыхаю, а Зелями берега. Ну, как сказать, общаемся с друзьями, то есть это обычный вид отдыха. То есть они отличаются от в Москве сейчас новая жизнь и какие-то новые виды отдыха, не то что в Уфе. Ага. В данный момент, то есть это парки, сходить с друзьями пообщаться. Сейчас больше, наверное, вот это новое комьюнити, новое сообщество, и больше с ними общение с этими людьми, знакомство с новыми людьми, которыми раньше не был знаком. И если есть какие-то события, то стараемся туда ходить. Вот недавно сходили вот на Скау-Халаукай, очень были рады увидеть многих знакомых, потому что это очень, ну, вообще, считаю, что это нужно, важно. И, ну, касательно хобби, люблю решать какие-то кроссворды, сканворды, вот они у меня лежат, я их периодически, когда свободное время появляется, решаю их, какие-то задачки. Вообще, в целом, в Уфе до пандемии играли в настольные игры, тоже очень, как бы, это одна из моих любимых тем. Вообще формат игр любых абсолютно, хоть настольных, хоть каких-то квестов, но не таких, каких нужно ходить по станциям. Вот, тоже очень по мне. Ауылда в деревне есть традиционный лук, и мы как бы там с ребятами занимаемся стрельбой из лука. Ну и там вообще много дел, надо что в основном и читаем книги, наверное, смотрим видео, как и все. Так. Спасибо. Да, очень интересно. Спасибо. Круто, пишет Гульнас. Спасибо, что ответил. Здорово. Ну, я очень рада, что еще вот когда увидела тебя сначала в социальных сетях, а потом вживую в 2018 году, по-моему, с тех пор и вживую, по-моему, и не видела, а может быть, на Уфа-форуме, возможно, еще Да. видела. Уфа-форум. Да, да, да. Вот, Нурия Кинзебаева пишет, Уңыштар Байрас Уфяхен. Вот, я как раз про это начала говорить, что ты растешь вот именно на глазах. И вот я хотела сказать, что вот я наблюдаю за тобой, и вот когда первый раз еще увидела, я увидела в тебе, что что-то есть, что ты, ну, все равно отличаешься от других, и я очень рада, что действительно ты, вот, будучи моим земляком Баймакского района, также будучи патриотом, башкорт тилин яклау ягында буларак, ты еще работал, по-моему, в фонде сохранения башкирского языка, да, будучи еще студентом, насколько я помню. Вот. Да, вот в августе как раз ушел оттуда. Ага, то есть еще студентом работал там, и поэтому я тобой очень горжусь. Желаю тебе успехов, чтобы все твои планы осуществились, чтобы все цели сбылись, и чтобы вот те цели, которые ты наметил в Москве, они действительно осуществились, и чтобы мы тобой еще дальше гордились. И Байрамгулов А.М. написал, что очень интересно было, книги записал, да, очень хорошие были советы, лайфхаки. Можно было все записывать, что ты рассказывал. В общем, спасибо тебе за классное интервью. Желаю тебе успехов и в дальнейшем. Я тоже скажу. Рахмат Эльвира сакырганың өчен тәфсиратта һәм инде кемдер инеп карады, гомумән монда булды. Әгәр дә мин нисектер ярдәм итә алһам һәм инде теге китаптар, гомумән баягы авылдар нисек оештыру буенча, үстерү буенча сораулар булһа, мин һәрвакыт асык, чөнки ысыннан әйткәндә ондай кылтанмалар бик күп, һәрвакыт бүлешергә әзермен. Шуңа теләгән
вакытта языгыз, шылтыратыгыз, һәм уның буенча теге аралаша алабыз. Аның өчен бар мөмкинчелекләр бар. Рәхмәт. Dur рәхмәт Байрас, уңыштар һиңә, шулай һәр вакыт Ага. алсак, уңган, шәп егет булып кал. Уңыштар һиңә. Хәзер Һеҙгә лә хушлашам. уңыштар. Рәхмәт. Ярый. Дуҫтар, бөтәгеҙгә лә ҙур рәхмәт беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн. Байрас сығып китте. Ҙур рәхмәт һеҙгә беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн һәм ысынлап та бөгөнгө эфир бик файҙалы булды. Артабан да ошондай ҡыҙыҡ кешеләр менән осрашыуҙарҙы дауам итербеҙ. Байрасҡа уңыштар, артабан да үҫеүен теләйбеҙ һәм тағы ла беҙ уның турала ишетербеҙ тип уйлайым. Ә һеҙгә лә, бөтәгеҙгә лә ошо эфирҙа булған кешеләр, улар үҙ-үҙе өҫтөндә, үҙен үҫтереү өҫтөндә эшләгән кешеләр. Һәм ысынлап та көн һайын үҙ өҫтөбөҙҙә эшләйек һәм яңы үрҙәргә ынтылайыҡ, яңыса уйлайыҡ һәм уңыштарға өлгәшәйек. Ҙур рәхмәт бөтәгеҙгә лә, хәйерле кис, хәйерле төн, һау булығыҙ.